Анюта Нигматуллина трудится штукатуром-маляром 25 лет. В эти дни по заданию управляющей компании РКЦ их обслуживающая организация «Жилсервис» ведет работы по ремонту подъездов жилого дома по адресу Ветеранов 9. Мы уже здесь были 5 лет тому назад, вот вернулись, а уже, смотрю, чисто. Чище как-то добросовестнее относятся жильцы. Это радует. Специалисты отмечают, состояние у всех подъездов разное, а потому разнятся объем и сроки выполнения работ. К примеру, в подъезде номер 9 стены испачканы нецензурными надписями. Повсюду грязные пятна и следы от обуви, сломано ограждение перед окнами. Так что здесь работникам придется изрядно потрудиться. Плоды их ежедневных стараний уже видят жители соседних подъездов, где ремонт завершен. Чистые стены, изолированные специальным материалом трубы, покрашенные лестничные площадки. Жилищники надеются, что горожане смогут бережно относиться к чужому труду и сохранят общедомовое имущество в надлежащем виде. Ремонт подъездов – это, пожалуй, самый заметный вид работ. Один из многих, которыми занимается управляющая компания. На сегодняшний день в управлении управляющей компании «Информационный расчетно-кассовый центр» находится 227 многоквартирных домов. Обслуживает их порядка 400 человек. Это сотрудники управляющей компании и обслуживающих подрядных организаций. В общем, работы выполняются по содержанию и ремонту зданий, по обеспечению жителей коммунальными ресурсами, по ведению технической документации, платежной документации, учетной документации, по юридическому и информационному сопровождению. Обеспечиваем круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, работу аварийно-диспетчерской службы, выполняем заявки жителей, и так далее. Вообще в перечне работы и услуг, которые выполняет управляющая компания на своих домах, на сегодняшний день находится несколько сотен позиций наименований видов работ. Все работы проводятся в соответствии с перечнем и тарифом, которые утверждаются собственниками с учетом рекомендаций управляющей компании. РКЦ тесно сотрудничает с председателями советов домов, которые контролируют ход работ, вносят свои коррективы, высказывают пожелания. Стараемся учитывать все. Есть виды работ обязательные, которые никак не выкинешь из перечня, даже если жители говорят, нам это не нужно. Это требование закона, мы их все равно выполняем. Бывают дополнительные работы. Например, в этом году были дома, где мы устанавливали в местах общего пользования на лестничных клетках пластиковые окна. На детских площадках дополнительные игровые элементы, расширяли автостоянки. Конечно, эти работы производятся на тех домах, где у жителей хорошая платежная дисциплина, нет долгов и есть средства для выполнения таких работ. К сожалению, неплатежи – это очень больная тема. Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить о том, что оплачивать жилищно-коммунальные услуги нужно вовремя. От этого напрямую зависит и состояние вашего дома, и ваш собственный комфорт. Бывают сложные жизненные ситуации, к 1 сентября детей собрали, не оплатили, еще что-то. Можно подойти в управляющую компанию, вам сделают рассрочку в погашении долга, можно оформить субсидию. В общем, выход есть всегда. Что касается содержания домов и текущего ремонта, работы ведутся ежедневно, круглогодично, учитывается и сезон. Так, например, летом это наружный ремонт и, конечно, подготовка жилищного фонда к зиме. В течение года объем выполненных ремонтных работ получается весьма внушительным. В этом году на домах, которые находятся в управлении РКЦ, было заменено 26 километров, я подчеркну, труб горячего холодного водоснабжения, отопления, канализации. Заменено около 3000 задвижек и вентилей. Отремонтированы подъезды уже на сегодняшний день в 64 домах. На 153 домах, если не ошибаюсь, произведен частичный ремонт кровель. На 100 домах частичный ремонт фасада. Фасады – это не только покраска, побелка, это цоколь, отмостка, швы. В ходе работ по подготовке к зиме производили утепление фасадов, привели чердаки, подвалы. На чердаках, в подвалах и в подъездах там отремонтировано порядка 380 дверей. То есть тамбурные двери внутри подъездов – это тоже больное место, которые очень часто ломаются. Что касается еще работ, естественно, что в ходе подготовки к зиме проводились изоляционные работы на инженерных сетях, заготовлено 100 тонн шлака, подготовлена техника специализированная снегоуборочная. В настоящий момент в дворах проводятся работы по расчистке подъездов снегоуборочной техники на придомовые территории, потому что за лето разрослись деревья, кустарники. В общем, сейчас дворники низко свисающие ветви убирают. В общем, к зиме готовимся. Естественно, проведена гидропромывка и опрессовка.
предстоящему отопительному сезону на каждый дом подписывают паспорт готовности. Большинство находящихся на балансе объектов уже прошли все необходимые процедуры. Работа ведется согласно графику, и к приему тепла дома будут готовы вовремя. Лиана Кириллова, Данила Либаев, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.